До завершения народного голосования за объекты городской среды осталось 10 дней. 30 мая – финальный день для того, чтобы сделать свой выбор за то или иное общественное пространство. В лидерах по активности по количеству жителей там, к слову, и больше всего объектов для выбора. Идет активная борьба за первое место. Еще накануне впереди была площадь Ленина, а сегодня вперед вырвался проект по благоустройству тротуара по улице Куратова. А в Сыктывкаре – Соборная площадь. Затем идет сквер. За общежитием Сыктывкарского госуниверситета замыкает тройку лидеров сквер в районе дома номер 48 по улице Димитрова. Я бы хотела обратиться, конечно же, ко всем жителям города Сыктывкара, чтобы они такую добрую, хорошую общественную инициативу этих жителей поддержали своим голосованием. Ну и в целом хотелось бы, конечно, сказать, что эти проекты, они работают только при активности жителей города, потому что территорий очень много, тех, которые бы хотелось бы благоустроить, но одного желания мало. Нужно именно поддержать эти инициативы, и поэтому я всех жителей города именно призываю к тому, чтобы не полениться, все-таки отдать свой голос за ту или иную территорию, для того, чтобы муниципалитету было легче определиться в очередности благоустройства. В Коми волонтеры продолжают помогать голосовать жителям за объекты городской среды. Добровольцы работают ежедневно до 30 мая на общественных площадках городов. Напомним, чтобы проголосовать, необходимо зайти на сайт 11.городсреда.ру, выбрать свой муниципалитет и объект, за который хотите отдать голос. Далее система предложит пройти регистрацию. Нужно указать свои данные, телефоны, выбрать способ авторизации через номер телефона или учетную запись портала госуслуг. Если выбрали вариант по номеру телефона, то в течение минуты на него поступит звонок. Последние 4 цифры номера – код, который нужно внести в специальное поле. Если вы выбрали вариант через портал госуслуги, тогда необходимо ввести логин и пароль от учетной записи.